летаешь. Сколько же вас тут? 7 час пошел, а брат уже косит. Брат уже косит. Плавают. И смотри. А я вчера вечером сети поснимал. Хотел другое озеро вывести. Но не получилось. По некоторым причинам. Так что сколько? 31 штука влетела. Половину свалил. Уху сделал. Так, озеро Хайлах. Как тут сети ставить? А вот так, наверное. Против ветра зайду и по ветру. Промеж двух этих, да? Островков водяной растительности. Чуть ближе сюда, наверное, сделаю. Интересно, какая глубина тут. Так. Вот так поставлю. Работа идет. Уже который день. Так, поломка у нас была. 3-й день. 2-й день собираем. Ну, считай. Да, 2 дня неполно собираем. Эти уже тут поперечные грабли оставили. На конных граблях эти плохие. Ну, плохих местах в тот раз, которые мы руками косили. Ее вытаскивают на ровное место. На ровное место вытаскивают для пресс-подборщик. У нас пресс-подборщик работает. Брат сегодня до обеда косить уехал. Потом прибежал и за пресс-подборщик сел. Дядя Миша ему помогает. Поправляет. Когда он его спускает, пресс-подборщик скидывает этот рулон. Он его там завязку делает, короче. Вот такой рулон скидывает, он веревки завязывает, концы находит и завязывает. И еще граблями там помогает. Вот уже что-то дымит трактор. И тяжело идет. Видать, уже наполнилось и скидывать будет сейчас. Хотит, видать, добрать эту. Автомат у него не работает. Автомат не работает. Хотит, видать, это. Тут, ну, в ту траву. Еще собрать. Запихать пресс. Пыльная работа. Меня не допускают до тут. Говорит, что-нибудь сломаешь еще. Я готовлю обед. И вот эту изгородь. Сегодня досталось разбирать. Новую тут изгородь сделаем. Надо, говорит, это сено будем слаживать по чередке. С краю леса обычно делают. Тут косуль слишком много. Вчера вечером даже орал косуль. Они говорят, на открытом не так больно едят, а с краю леса, говорит, съедают сено почти полностью. Вот так вот. Работа идет.
Удобная штука, оказывается, этот пресс-подборщик. Уже сколько? Вчера вечером 36 штук было. У нас таких рулонов, да? И сегодня уже, ну, не знаю, то, ну, хоть десяток-то накрутил, наверное. Еще до вечера сколько закрутит. Ну, так-то не очень давно начал работать. Ну, под десяток-то накрутил по-любому. За 40 с лишним, сколько получится с этого аласа. Тут по чередке, говорит, косить не стал. Не захотел что-то. Тут, видишь, зимой лошади еще стоят. Для лошадей, говорит, пускай копать остается. Для лошадей оставляют так. Плохие места и такие не сильно эти выросшие. В прошлом году, говорит, такую траву скосили бы. Нигде косить не стал. Да, там хватит, говорит. Лошадям пускай остается. Так, работа идет. Вон соседи на мотоцикле по той стороне едут. Запчасть искали, а, видать, нашли. В эту сторону не свернули. Поехали. Да, по той стороне уехали, нашли точно. Ладно, буду дальше работать. Вот они, карасики. Живые еще. Вчера хотел сразу вечером сварить, но тут у нас случился аврал. Гроза. Перед тем, но только гроза пришла. Хотели эти, ну что, сгребли этими граблями. Хотели на ночь оставить. Тут пришлось их по старинке копны делать. Еще как на грех. Бом называется. Бом. Ну, они говорят бом. Как она называется? Не знаю. На тракторе, короче, сзади, который крутит. Вот тот вот агрегат. Он сломался. Из-за этого пришлось вот эти вот копны маленькие делать. Да хоть перед тем, на той должны были закончить. Пришлось, короче, браться за вилы, за корабли и по старинке ставить маленькие копны. Вроде сегодня прояснилось. И что-то этого карасей не пришлось, но так поклевали. Лапшу там быстро растут и быстро приготовляемую пришлось. Ладно, сейчас карасей сделаем. Все тут сыро, ребята спят. Обычно в это время уже брат уже на поле. Пускай маленько поспит. Дядя костер развел. Я рыбу почищу. Так, ладно. Берем карасика. Вот так. Хвостик. Пальчики отрезаем. И начинаем. Давно карасей здесь в наших краях-то карасей нет. В детстве как это научился, остается. Руки помнят. Так, чешую счищаешь. А потом у меня тут желчь.
сантиметр. Около сантиметра подрез делаем. Здесь плавательный пузырь. Кончиком ножа ее проткнули. И пальцем вот так вот делаем. Желчный пузырь и ее вытаскиваем. Еще желчный летний по карася, да, в кишках тоже, ну вот этих толстых-то, толстых кишах где-то до сюда желчь бывает. Вот. Вытаскиваем, там она зацепилась маленько. Вот. Я считаю, она где я держал, вот тут вот держал, да, это уже с места выхода она выдернулась. Так вот. Полоснули. И ведро, в котором валить будем. Это каким чудом на 50-ку вылетит. Вот так вот. Так, ее раз. Вот тут у нее чешуя бывает такая. Здесь протыкаем палец, вытаскиваем. Вот, вот желчь, вот она темненькая. Это на уху вот она горькая становится. Порвалась. Ну да ладно, главное желчь вытащили и вот эту вот толстую. Толстую. Передняя часть кишки вытащили, главное. Там вся желчь. Вот так вот. Рассирать. Целыми этими ваннами разделывали. И жареные вкусные. Но до поселка, если довезем, сумеем поймать. Тут до поселка довести. Невестка покажет, как надо жарить. А у нас мастер быстро двигается, быстро с рыбой разделывается. Ну, здесь рыба не караси, в этих краях. Красивое место. Вот щелчь. Вот щелчь есть. Но как-то маловато. Это когда карась жирно гуливает. Но не уже сейчас жирный. Сейчас уже август. Первая декада августа. А летом у них большие бывают. Ну и караси сами по себе очень друг от друга отличаются. По вкусу, по свету. Там вот рядышком стоят озера, да? Несколько. Ну вот, например, вот этот карась, да? С озера Айлах. Которая отсюда, если напрямки, километра 1,5-2. Ага. По дороге надо там ехать километра 3 или 4. Пуститься надо получше по этой росту. А этот чуть темнее. Вот на этом озере, над которым он какой-то светлый, совсем светлый. А тут ее на 50-ку, говорят, мало будет ловиться. На сети только 50-ки. Как вчера Илья сказал. Ты, говорит, 40-ки ставь. Это...
очень друг от друга отличаются. Там на спине, короче, у них бывают эти, на некоторых озерах, где корм плохой, да, одни головы, и на спине у них, как и вилы, кости бывают. С ними их кушать не очень хорошо. Но есть тогда, когда такие вилы, кости вилы называются, на некоторых озерах они очень большие бывают. Сразу чувствуешь там, спинное. Здесь у нее это как мякоть, короче. Там они, эти кости. Ну и их, когда такой карась попадается, специально надрезают перед тем, как жарить. Вот такие вот надрезы делаем. Вот такие надрезы делают на спине. Тогда эти кости пропадают. Ну, уже не так ощущаю. За счет того, что как вилы, что ли, они сразу ощущаются. Там у этих я не замечал, не должно быть. Карась рыба хорошая. Скольких она от голода спасла, да? Можно, например, когда вот правит за 70 уже. Председателем колхоза остался. Такой всю зиму, говорит, не водили. Всю зиму там отправить, чтобы долбили лунку. Но толстый. Я как родился вместе с моим дедом, который под Москвой ходит. Кто-то рассказывал, ветряной Петр Михайлович Лесников. Голова кружится от голода. Долбишь. Сил-то нет, говорит. Маленько полежишь. После лунки, говорит. Снег пожуешь, станешь. Дальше долбишь, говорит. Так, за несколько дней продолбит. Сразу их накрывают, только промерзают. Потом один день соберутся толпой, едут туда и не водят. Рыба, говорит, там не очень-то хорошая была. Мы специально такие озера выбирали, чтобы начальство районное не увидело. Тогда же строго продолбят эти лунки. Председателя посадили бы, да. И вот по барабану за 70. Да. 1872 года рождения, 42-43 год. Рассказывал. Одна бабушка. Помню, чуть, мне тогда лет 10 было, ну что, когда исполнилось, может, чуть побольше, 100 лет исполнилось. Да не 10, не 6, лет 6 было, 72, 72, 66, 6 лет. Одна бабушка плачет что-то, чего она плачет-то? Что-то говорит, рассказывает и плачет. Что дошло, ну запомнила, что если бы не он, говорит, ну, он от голода сдох. Ну, память не было, говорит. Соседних колхозов прибежали к нему. Ну, баба там с детьми, то все. За счет этой рыбы, говорит, много чего слышал. Потерял. Кто-то разволновался. За эту часть потянем. Вот она вылезла, все. Пошла.
кстати, назвала. Баровай, говорит, баровай, это тымпа. Ну, Кастовое озеро такое, там рыба худая, курющая. Я специально ездил туда, сети ставил, пробовал, те же рыбы тогда ели. Там рыба такая, что ее много зато. Но рыба такая, что в нынешнее время ее больно ты не захочешь. Больно не захочешь. Здрасте. Людям надо выжить. И вот хранай. Нам сегодня должны были переехать с утра. Брат уже накосил. Там тоже, говорит, не водили. Вот и нажался. Вот и нажался. Шнуровку, конечно, потерял. Страдаем. Вот эта вот часть, вот это, да? Это, ну, карася говорят, не знаю, как за место печень. Но когда отваришь ее, вместе с рыбой варится внутри кишки. О, вот это хороший, да. Если варится, это вареную ее ешь, она вкусная. Самая вкусная часть. Здесь кончиком провили, палец засунули, она чувствуется уже так, зажали, оторвали, вот она пошла, о, тут вот щелочь какая здоровая, и потянули, осторожненько, но рыба должна быть не снулая, живая, тогда она так хорошо вытаскивается. Карась, это рыба такая крепкая. Так, вот сколько еще? Одна только осталась. 10 их у меня было, 10. По парочке на брата. Снимаю, как это сделать. Повторение, как говорится, мать учения, да? Может, кому пригодится. Дальше не надо. Восьмой час пошел. Пускай один ребята поспят. Работают не износ. Горячая пора. Вот. Желчь. Вытягиваем.
процесс варка. Ну, воды надо наливать, ну, не сильно много. Так вот, чтоб гуляли только маленько гуляли. Это на 10 карасей у меня литров 4,5. На 5 нет. Может 4 даже. Нет, 3 с лишним только. А там же вот рыба тоже объем набирается. Так вот. И на костер поставим сейчас. Вода тут не ахти. Светет вода. Такая, ну, с водной растительностью. Зеленые водоросли. Мелкие эти. Ну, значит, живая вода, да? Так, карасей на костер поставили. Уже процесс идет. Скоро закипит, наверное. Будем наблюдать. Главное, сильно не дать кипеть. Ну, чтоб не развалились. Это бывает разваливается. Проморгаешь. На костре-то тем более. Ну, закипело. Закипело. Маленько отодвину. Так-то еще маленько интенсивно кипит. Это покипит. Раскачалось. Пускай маленько постоит. Ну вот, степень готовности. Вот глаза белые становятся. Ага. И вкус ухи должен быть. Без вкуса крови, короче. Как сказать? Ну, без вкуса крови. Там, если она сыроватая, еще чувствуется ухи. Сейчас соль уже я закину. Пойду сейчас попробую. Молока бы еще туда свежик. У нас есть сухое молоко. Столько закину, наверное. Маленько размешаем. Чтобы она это... Ложку. Ложкой маленько. Стопим, чтобы молоко вот растворилось в ухе. Они уже готовы. Сейчас вытащим. Попробуем. Угу. Нормально вроде сварилось. Что такое? Взял что-то, ну, проткнул, наверное, или нет. Ну, не чувствуется. Ну вот еще, когда вот ведро на костре стоит, да? Вот ручка обычно не бывает горячей. Да? Не бойтесь хвататься за нее. Она же кипит, и вот паром, короче, ее остужает, что ли. Она бывает не горячая. Так, ну пускай стоит, а то вытащим. Я маленько поставлю, чайку попью, да вытащу на сковородку. Карасей вытащили. Вот, отложил себе одного из крупных. А вот уха. С жирком сверху даже.
знающие люди скажут, что питья лучше нету, да? Симуха карасиная с молоком. Правда, на этот раз сухое молоко кидали. Но, как говорится, обстоятельства такие, условия. Чайку своего хлеба не маленький. Ну давай. Снимаешь, стоишь, да уже? Ага. Ну вот. Берем карася. Сперва вот верхние эти. По хребту проходимся. Потом уже вот, спинное мясо. Так. Потом здесь по хребту ломаем. И ребрышки. Ребрышки самые жирные, вкусные бывают. Как бы не подавиться, да? Да. Давно не ел карася. Давно забытый вкус. В наших краях они не жирные. У нас, я говорю, рыбы много. Но карась как-то не приедается. Ну вот обычно вовремя сенокосы едим же, да, много. Ну да. Вот икра, например. А вот это, да, ну-ка, Так, сейчас поближе. вот которая печень заменяет. Ага. Этому карасю. Она самая вкусная. Говорят там некоторые, как вот и с кишками варят карася. Кишками едят. Она самая вкусная. Она же в озерах зимует. Зимой-то не кормится. И за счет этого выживает. Запасы делает. Как медведь, короче, жить нагуливает. Карась тоже это, видать, нагуливает. Некоторые люди там карася едят-то. Вообще кости бывают сухие даже. Так едят. Кто-то горло попало. Или за место меня поперхнулся. Да нет. Просто вынул мокроту. А вот тут вот язык. Ну, язык, короче, карася называют. Он даже рассказывает, да, что в старину специально их копили. Это вот едят, короче, рыбу. И специально копили их. Ну, обычно для молодоженов и прочее вот это вот. Специально копили. Это сколько карасей надо есть, да? Специально и вот так вот копили. И
Ну как, свадебное угощение, типа. Класс. О, мозги даже высосали под конец. Ой. Все. Вот. Такие вот кости остаются. Да, костей в нем много. Этой рыбе, но она вкусная. Возле костей, что говорят? Самое вкусное мясо.